Маждол, Сахам Сарновас, здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. У меня уже 3 дня, по-моему, даже 4 дня нет ролика, но я все-таки решила сегодня с вами выйти на связь, хотя бы поговорю, потому что чем дальше я не буду снимать, тем будет труднее мне это начать делать. И немножко сейчас будет, наверное, такой ролик разговорный, как бы, да? Поговорим потихонечку с вами. Так, утром встав на сухур, на завтрак, вы сами знаете, что мы держим пост, да, и мне нужно утром готовить для ребят и для себя на завтрак что-то. Обычно мы эти 6-7 дней, по-моему, даже 6 подряд, по-моему, они у меня ели кукурузный хлеб с молоком. Они это очень любят. Кукурузный хлеб в кипяченое молоко кидают, и кашу не едят кукурузную, а вот именно вот так вот едят. А вчера попросил мой сын все-таки сварить гречку и яйцо. У нас был такой завтрак. И пока у меня варилась гречка, варилось яйцо, я начала чистить черемшу, и сейчас хочу ее продолжить, но почистила только вот это, пока она варилась. И немножко с вами поговорю. Так, сезон черемши уже проходит. Это, скорее всего, уже, потому что тепло уже, она будет, сейчас я поближе покажу, что это из себя представляет, кто не видел, да. Вот, смотрите. Сама не видела, как она растет, только по тем, как присылают некоторые девочки-чеченки, присылают, как растут. Сама никогда не была, не видела. Очень бы хотелось, конечно, пойти. У меня вот заловка вчера в группе говорила, что они собираются то ли сегодня, то ли вчера поехать, но мне немножко не здоровится, и я не поеду. Хотела поехать. Вот так вот, видите, вот это вот тапочки, башмачки, как хотите, так и называйте. У нас они мячиш, хонг мячиш. Вот так вот их нужно снимать. Вот. Вот так вот. Чем теплее, уже он распускается, и появляются листики. Вот, например, вот как у него, намного больше листики, как ландыши, как шпинат, появляется большой листик. Он тоже для салатов можно его есть, но уже когда листики появляются, в моей семье его не едят. Так, и немножко вам расскажу, друзья, чище себе черемшу, с вами поговорю, почему меня не было мне эти 3 дня, реально, хотя, знаете, не очень хочется говорить про болезни, но что поделать. Мне было реально плохо 3-4 дня подряд, по-моему, да. И после капельниц плохо, и без капельниц плохо, не знаю, что-то вот расклеилась я немножко, поэтому снимать не могла, так ничего делать вроде бы тоже не могла. Как-то себя заставляла кое-что по дому делать, но опять-таки не так, как бы хотелось. Работать тем более не работаю. Не знаю, немножко расклеилась, да, девчонки. И мне кажется, все-таки на данный момент, скорее всего, мне и не очень помогло мое лечение. Подойду к врачу. Сегодня, может быть, подойду, не знаю, посмотрю, когда она работает. Подойду к врачу. Сидя не хочется все-таки. Сейчас напишите сидя, да, но я не хочу сидя. Не могу общаться с вами сидя почему-то. И все-таки думаю, нет, если я дальше не буду снимать, то все-таки перерыв будет большой, и неохота будет вообще включаться. И, алхамдулилlah, в принципе, сегодня у меня голова немножко ясная по-любому, и поговорить могу, и заняться чем-то могу. А так вот, немножко была непонятка. Правда, один день у меня были малыши, я после капельницы привезла малышей. У меня Мадина в этой избирательной комиссии работает. И она попросила один день посмотреть за детьми. Были они у меня. Потом, что еще? Все, больше ничем не занималась. Благо дело, у меня, в принципе, мальчики не такие привередливые, что приготовлю, то поедят. Приготовленного было чего. Разогревала просто. Ничего такого и не готовила, чтобы даже если и снимать. А вчера вообще мальчики были у дяди на ифтаре. Мы были все приглашены, но я не смогла вчера, честно скажу, не смогла, очень хотелось бы, но не смогла. Потому что когда у меня вот эти вот неразборки с головной там, с этим диагнозом, то мне мешает, и общество мешает, и шум мешает, и как-то не могу сосредоточиться. Вот непонятное
бываю какая-то я непонятная. Вот так вот. Хочу эту черемшу просто сейчас почистить, промыть, потушить и в морозилку на лето. Ну, когда иногда вот захочется поесть. Я как-то делала, даже на канал показывала, как я замораживаю черемшу, друзья. Заморозила ее просто в сыром виде, ее просто невозможно было потом есть. Она была очень острая, горькая, с горечью, невкусная совершенно. Я ее просто нарезала летом и выкинула курам. Вот, оказывается, надо было ее немножко притушить. И, наверное, я, хотя на ифтар и нельзя будет, наверное, может быть, немножко, но опять нельзя, пока мне нельзя. Хочется сделать вареники с черемшой. Дело в том, что у меня еще и проблемы там, ну, ЖКТ, все это вместе, короче говоря, идет у меня лечение. Алхамдулилла, это лечением я чувствую, что мне уже помогло. Проблемы там с желудком, с желчным пузырем намного лучше, это однозначно. Принимаю препараты, и все хорошо, друзья. Ну вот, простыла я. Опять про болезни, да? Вот, насморк сильный, и немножко вот непонятка першит в горле. Или я сама простыла, или меня заразили. У меня Ибрагим тоже с ангиной несколько дней был. Может быть, вирусное какое-то, не знаю. Но посмотрим пока. Вроде бы держусь. Утром на сухур встала, забыла выпить что-нибудь от простуды, вернее, даже не забыла, просто не успела. Пока там готовила, накрывала, уже и не успела. Уже время намаза было. Уже ничего выпить, ничего поесть, ничего нельзя было. Поэтому надо было выпить какой-нибудь порошок от простуды. Ну ничего. И пей, не пей, все равно это простуда. Сколько тебе надо, через 5-6 дней только проходит по-любому. Вот так вот. Что вам еще рассказать? У нас пасмурно. Позавчера, вчера еще нет, а вот позавчера шел прямо дождь. Прохладно, пасмурно, сыро, как-то немножко прохладненько, некомфортная температура, погода. Ну, хотя нельзя говорить, да, любая погода благодать. Вот так вот. Что вам еще рассказать? Сейчас быстренько почистим черемшу. Подготовлю что-то. Скорее всего, сегодня хочу на ифтар рыбу. Вчера еще с морозилки вытащила. Буду рыбу, наверное, нам жарить в этом с подливой молочной, со сливками, скорее всего, молочная, ну, с белой подливой моей. И да, насчет мясо курицы по-арабски, которую я готовила, да, последний ролик мой. Смеялась тоже, что арабы о существовании этого блюда, наверное, и не знают. Может быть, и не знают, друзья. Дело в том, что, знаете, некоторые пишут, конечно, просто, ну, несерьезно, не это, а некоторые вообще прям так, что категорично. Вы знаете, мои дорогие, я уже 1000 раз говорила, что канал не кулинарный. Я не повар-профессионал, я обычный любитель, как и вы, обычная домохозяйка. Любой рецепт делаю, как я его хочу. Перестраиваю, как хочу, добавляю, что хочу, отбавляю, что хочу. И если это невкусно, я вам не скажу и не покажу его, если честно. Вот приготовьте эту курицу по-арабски, пусть будет по моему эксклюзивному. Сейчас я даже вам скриншот делала, но это правда был хороший комментарий. А вы просто попробуйте, какая разница по-арабски, по-ингушски, по-чеченски, по какому бы принципу не было приготовлено блюдо, лишь бы оно было вкусное. Вкусное и лишь бы сочеталось, добавила, если я добавлю то, что нельзя было, например, добавлять курицы к мясу там, или еще что-то, я понимаю, если бы я добавляла что-то несочетаемое, неподходящее, это понятно. А так... Конечно, наверное, арабы не знают о существовании адыгейской соли, да. Я просто добавляю адыгейскую соль, потому что там есть все уже, травы, все, что можно добавить вкусное. Может быть, кто не добавляет, нет такой адыгейской соли, просто добавляют отдельную соль и отдельные какие-то приправы, травы, которые вам нравятся.
Любой рецепт, если ты не в ресторане, не подаешь это ресторанное блюдо, именно чтобы вот такое оно было, как и должно, по техкарте, я понимаю. Ну, а тут я домохозяйка и готовлю просто так. Сейчас я скрин сделала, вроде бы, прочитаю вам, но это было, конечно, интересно. Сейчас. Так, столько групп, столько прибегает сообщений. Так. Вот. Уважаемая дорогая Лела, вы величайшая мудрая женщина и умница. Арабы вряд ли знают об этой курице по-арабски с адыгейской солью. Вы все готовите в согласии со своей душой, ваши все блюда авторские. Смело можете это блюдо назвать «Вкусная курочка от Лилы» или еще как-то. Думаю, ваши подписчики название быстро придумать смогут. Вы великая труженица, здоровья вашей семье, вашим видео быть длинными. А вашим видео быть длинными можете ничего не говорить, просто снимайте. Успехов вам и вашему каналу. Так, спасибо. Ну, сейчас я здесь не вижу, кто писал, а так-то в творческой студии я могу прочитать, потому что сейчас эти все юзеры, мюзеры, неизвестно, кто что пишет. Так, еще был. Ну, это я просто хорошие, правда, сняла. Вообще-то, признаюсь вам честно, я перед тем, как вот заболеть, как это было состояние, ну, 2-3 дня тому назад, сняла ролик, ответ на вопрос одного комментатора. Ну, комментарий был, конечно, не из, ну, как бы вам сказать, вроде бы и не сказать, что он мне приятен, и вроде бы не сказать, что вот, ну, вот был такой комментарий, я на него начала отвечать, прям вот минут 10-15, по-моему, у меня был ответ, я читала такую речь, а потом думаю, нет, зачем я буду отвечать на этот комментарий? И да, раз вспомнила про комментарии, простите меня, пожалуйста, что я не отвечаю вам на комментарии, потому что, ну, сами понимаете, времени очень мало, очень хочется вам всем ответить, но вы меня простите. Я читаю всех, но, наверное, вы знаете, сейчас вам скажу это в ролике, и после этого буду делать. Сейчас, простите, надо откашляться. Я просто буду ставить сердечки, потому что ставить сердечко и не ответить мне бывает неудобно. Хочется всем написать спасибо, но это очень много времени уходит. Вы меня простите, пожалуйста. Когда я вот начинала канал и всегда отвечала каждому комментатору, мне сын говорил: мама, ты все равно не будешь их отвечать. Мне казалось, что это он говорит, как я не буду не отвечать на комментарии, как это возможно? Оказывается, да. И вы не думаете, что я не отвечаю из-за того, что просто из-за неуважения к вам. Нет, я вас всех очень уважаю, очень люблю, очень ценю. Огромное вам спасибо. Комментариев, конечно, у меня, сами вы читаете, плохих комментариев практически нет. 1-2, может быть, бывает. И то такое, знаете, немножко задевающее. Таких серьезных, прям таких вот комментариев плохих не бывает. Но люди все разные. Может быть, хотят задеть, может быть, нечаянно, не хотят задеть, говорят, пишут что-то. Ну и вот в плане этом, что я думаю, зачем я буду тогда, вот мне же, это получается, вот я делаю акцент на комментарий, который мне, например, более-менее неприятен, ему отвечаю, этому человеку отвечаю прямо вот минут 10-15, а людям, которые добрые, хорошие комментарии пишут, которые признаются мне в любви, которым нравится все, а им даже... их даже не замечаю. Нет, я думаю, я не сделаю этому человеку хорошо и не выпущу про этот комментарий ролик. И просто взяла и удалила его. Пусть каждое мнение каждого человека, действительно, как и раньше я говорила, будет на его совести. Но, не знаю, очень много комментаторов, которые и у меня, и у других на каналах, вот видишь, что задевают человека, хотят больнее укусить, больнее сказать. Если даже мы вам показываем свою жизнь, мы показываем, что происходит, по ходу, ну, например, есть какие-то каналы, которые каждый день, да, выпускают, каждый день, каждый еврей, у них это работа, они говорят, что это у них работа, что вот они работают, они на этом зарабатывают. Вот там-то еще более-менее видно каждый день, что и чем ты занят. Ну, вот такие каналы, как я, которые, в принципе, не всегда и не каждый день снимают, и не все снимают, и не обо всем говорят, и из-за того, что маленького кусочка, что вы от меня услышали, у меня увидели, все-таки сделать какое-то мнение и
понять все, что у меня происходит, это нереально и невозможно. Поэтому не судите так сразу же, вот именно с какого-то момента, раз вам показали это, и сразу вот судить о том, что это вот так и так. Поэтому не судите, как говорится, и не судимы будете. У каждого человека есть много чего, чтобы он должен был сделать сам сначала в себе, а потом уже указывать кому-то. Зачем еще отвечать за то, что тебе не нужно отвечать? Но уже когда ты написал, сказал, во-первых, сказал и написал не так, как это есть, взял грех себе на душу, зачем нужны еще какие-то чужие грехи? Получается, вы мои грехи забираете себе. А зачем вам это нужно? Зачем вообще терять время на раздумывание? Вот человек, который мне писал, что вот я вот раздумывала и решила, пришла к такому мнению. А зачем вам раздумывать о моей семье, о том, что у меня происходит, почему у меня происходит и как у меня происходит? Вот настолько, почему, что вот именно сидеть и рассуждать об этом про себя? Ну да, конечно, я знаю, что многие подписчики и думают обо мне, и рассуждают, и хотят, чтобы у меня было хорошо, но все равно категорично выводы делать не стоит, потому что это все равно не будет так. Для того, чтобы делать какие-то выводы, что-то как-то, во-первых, нужно хотя бы, по крайней мере, жить рядом со мной. Но даже если, живя рядом со мной, даже мои родственники не знают всего, что у меня происходит. Да и ни у кого не знают, кто может выложить всю свою подноготную любому человеку. Поэтому не судите. Не зная многих нюансов, многих вопросов, просто не судите. Вот так вот. Не знаю, может быть, кого-то обидела. Я не хочу никого обижать, тем более сейчас. Так. Вот так вот. Так, у меня потихонечку перейду на что-то другое. Вторая квочка села, но я ей еще пока яйцо не подложила, потому что у меня одна села, посидела и ушла с этих яиц. Одна уже сидит с 1 числа. Не знаю, что она там выведет. Пока цыплят не покупаю. Хотя уже вроде бы и надо было. Но пока у меня не получается. Нужны помещения, чтобы было нормально, комфортно. А то бывает очень неудобно. В котельне я их всегда держу. Потом там бывает бардак. Курятника нет. Но сейчас уже сын потихонечку начал этот процесс вести. Курятник строится уже потихонечку. Так что все в процессе. И, наверное, скорее всего, хотя цыплят нужно покупать в марте. Вот именно сейчас они бывают крепче, они более устойчивы к болезням. Но что-то у меня нет желания в этом году пока маленькими цыплятами заниматься. Я просто, скорее всего, где-то, когда уже будет хорошенечко тепло, и когда как раз курятник достроится, куплю сразу больших. В этом году не буду заморачиваться с мелочью. Хотя у меня есть и брудеры, у меня есть клетки, у меня есть эта возможность. Но я все-таки немножко хочу отдохнуть от всего этого. Я знаю, что многие мои подписчики, в принципе, и из-за мотивации того, что вот я веду хозяйство, смотрю, везде успеваю, в большинстве случаев смотрят и из-за этого. Сейчас, наверное, я их немножко огорчу тем, что не занимаюсь хозяйством. Ну что теперь, такой период жизни у меня будет. Если здоровье позволит, все будет хорошо, мы будем живы-здоровы, мы будем заниматься и цыплятами, и маленькими, и, может быть, даже будем разводить их сами, инкубаторы купим. Были у меня и такие времена, что у меня несколько инкубаторов стояло, я и разводила цыплят маленьких. Вообще люблю этот процесс очень, возиться с цыплятами. После готовки это уже мое второе, можно сказать, хобби.
Вот именно заниматься цыплятами и выводить их. Очень нравится процесс вывода, как они вылупляются, и потом как их выращивать. Хотя это очень трудно. Трудная работа. Так. Мышонок, оставь мой микрофон в покое. Вот так вот. Хорошенечко промою и половину нарежу на мелкие, на мелкие кусочки, чтобы делать именно для вареников. А половину оставлю как есть, чтобы летом, может быть, 1-2 раза просто так вдруг так захотеть, можно было бы поесть. Ну, у меня мальчики небольшие любители, у меня очень сильно любила черемшу мама. Она просто ее обожала в любом виде. Что вот потушить в масле, что, ну, в молоке не очень-то она любила ее, в молоке, но все равно ела и в молоке тоже. Она очень любила вот эту вот черемшу вот в таком виде промытую, перекрутить через мясорубку и добавлять в любое блюдо. Особенно она любила добавлять это в сметанку. Сметанка, кефир или простокваша, ну, чтобы она слишком жирную сметану не хотела, добавляла или домашнюю простоквашу, или кефир, туда сметана, и туда добавлялся вот эта вот черемша, вот эта вот прокрученная через мясорубку. Я ее тоже буду сегодня крутить, но не из этой черемши, у меня есть еще. Добавляла эту черемшу и с печеной картошкой, она ее просто обожала. Она очень любила черемшу в любом виде, действительно. Ловишь себя на мысли, что или когда что-то готовишь, или что-то видишь, или что-то это, и сразу мысли приходят, а вот это любила мама там, например, или вот это вот любил там мой муж, или мой брат, или бабушка. Бабушка моя тоже очень любила именно вот острую пищу. И, в принципе, я очень люблю, сейчас просто немножко мне его нельзя. А то, что нельзя, нам очень хочется, да, поэтому пока нельзя, оставлю на лето, на весну, когда вот чуть-чуть мне будет получше с моим желудком, чтобы немножко его поесть. Блюдо, конечно, специфическое, запах специфический. Кто не привык, тот не ест. Ибрагим у меня вообще не ест черемшу. Мой муж тоже очень любил черемшу. Да, друзья, вот кто-то, вот эти тапки, башмачки, как хотите их называйте, корешки, короче, вот эти вот. Их тоже тщательно моют, обрезают, чтобы вот это вот черное никуда не попадало, да, чисто-чисто. Перекручивают тоже через мясорубку, сильно-сильно солят и тоже употребляют как чеснок, как чесночная приправа. У нас в семье никогда ее не признают. Не признавали, не признают ни в моей семье, ну, в моей собственной семье, да, ни в семье моих родителей. Мы не любили ее, мы всегда их просто, в принципе, выкидывали. Иногда, конечно, мы просто промывали, перекручивали и ставили в холодильник для кур, для гусей, ну, для птицы. И понемножку добавлялось в мешанку. Полезно тоже. И они полезны, и эти полезны. Ну, это получается дешевое же, за это можно и покушать. Но я не практикую, короче это говоря. Если мне что-то нужно добавить для кур остренькое, я добавляю немножко красного перчика жгучего. Или свежего, или высушенного, или просто даже вот совсем вот такого порошка. Просто не хочется, честно вам скажу, лентяйка в этом плане. Заморачиваться, мыть, чистить и все это делать. Ну, а мальчики вообще ее не едят. И я не ем. Обычно у нас с мясом ее едят многие. Даже я видела и продают. Но мы не любим. Поэтому с этим я ничего делать не буду. Так, у меня еще стоит черемша, давно купленная. Мне ее нужно тоже промыть и перекрутить. Я покажу, как перекрученная будет она. А эту я сейчас быстренько помою и потушу. Так, Мадина привезла на часик еще раз их. Сегодня у них подсчет, что ли, этих. Ну, на избирательном кругу этом.
подсчет бюллетеней. هيا مهمن هيا فيها أقص فيها أقص وليه حجلها حجلها домик فيه حجلها домик. Мы тут им домик поставили. Так, Ибрашка, я тебя сейчас покажу. Ма, это Малик, ты мне картинки даешь. Хаиса, Махмад, хагули. Мухаммад, хагули. Не хочешь? Эйша. Ну, отдай ей фотоаппарат. Да. Тебе это дихял? Ах, я своих их хотешь. Вон сядь туда на диванчик. Вот. А ну, что ты там принесла? Фотоаппарат? Да. Мухаммад, ты тоже хочешь, да, фотоаппарат? А? Мухаммад тут недоволен был, что остался, что мама ушла. Да, Мухаммад? Или Абдулмалик, Вахар. Хавали или Абдулмалик? Вы домики начвали, хай, Мухаммад? Мухаммад, начвали домики? Хавел домики чаджи. Хавали дахуқи домик. Хавали дахуқи домик. Давай покажем домик наш. Что там у вас в домике? А ну-ка, а ну открой домик. Что там у тебя в домике? Мухаммад, Мухаммад, открой дверку в домике. Мухаммад. Мухаммад еще не отошел. Что-то недоволен, сегодня плачет. Обычно не плакал, когда мама уходила. А ну открой домик, открой. Открой, покажи, сколько там у нас игрушек. Чего там? Не хочешь показывать? Ну-ка. Ну что тут у вас? А, вон, накидали игрушек. А, машинки у вас там в той комнате, да? А, Мухаммад? Машинка ж кухня. Кухня, машинка. А, я думала, машинки там. Ну, мы сейчас тоже на кухню пойдем. Годивей кухня. Чей мадия, Мухаммад? А? Мади? Мецван виха? Мецвана? Супер идея. Иди. Ишка. Ну, не показываю я тебя, лежи. Тут Ибрагим у нас болеет. И меня заразил ангиной. А мы сейчас еще, наверное, деток заразим. Да, Мухаммад? А? Мухаммад недоволен. Абдулмалик тут играется. Ку-ку! Ки-ку! Карандаш ждёт. А? Так, Аишки, это тебе кто тебе подарил фотоаппарат? Кто тебе купил? Тетя? Танзила? Вот, Танзила купила фотоаппарат Аишки. Оказывается, они очень долго с Мухаммедом спорили из-за него. Мухаммед плакал. А теперь смотрите, какой у Мухаммада аппарат зато. А верзулха хукухай фотоаппарат. Вот смотри, какой у него крутой. Ему Ибрашка дал, да? Круче, чем у Аишки. У Аишки игрушечный. А у Мухаммеда вот самый настоящий, крутой. Он сейчас будет фотографировать, снимать. Так, сначала изучает его тщательно, где что. Параметры разные, куда что нажимать. А ну, Аишка, фотографии дахкал. О, а ну покажи, что там. А ну-ка. Ух ты. Много тут. Много у тебя там, да? Ну, смотри, какой фотоаппарат. Зато у Мухаммеда будут настоящие фотографии. Да, Мухаммад? О, а что так плохо показывает? А яркость снятся он. Яркость где? В моем телефоне, я. Так, ну что, мои дорогие. Так, вы уже видели, что ко мне привели детей. Ага, так, с детьми сейчас уже Мадина, потому что она пришла с работы. Но я только уже сейчас начала заниматься и черемшой, и всем. Уже пора готовить и на ифтар. Так что... Так, сейчас поставлю 2 сковороды. Обжарить
черемшу, как видите, я ее хорошенечко промыла. Эту я нарезала, как видите, вот на такие вот мелкие кусочки. Их тоже я сейчас потушу немножко в топленом масле и в морозилку. Надо будет, скорее всего, в дегидраторе я их закрою, чтобы запах дегидратор, не дегидраторе, а в как его, вакууматоре. Только что смотрела ролик, где про дегидратор идет речь, как они высушивают перец и тому подобное. Поэтому про дегидратор. Вакууматор у меня же есть вакууматор, просто мне надо найти кулечки, пакеты для вакууматора. Я их заказывала, покупала на Валберес, но вот сейчас не помню, куда я их положила. Они у меня были там в новой кухне, а в новой кухне сейчас у нас большая переделка идет. И не знаю, найду ли я их, но постараюсь найти. Так, ну что, сейчас быстренько я поставила 2 сковороды. В одной потушу вот так вот целыми, а в одной потушу вот такими вот мелкими. И будет у меня заготовочка. И сегодня Мадина тоже говорит: мам, я уже давно хотела черемшу. И на ифтар тоже немножко. Но все равно я ее и так буду обжаривать. Поэтому будет и на ифтар, раз она так хочет. Вот. Может быть, чуть-чуть и я поем. Хотя мне пока нельзя, но очень тоже хочется. Вообще мы очень любим черемшу. Кроме Ибрагима, как я сказала. Остальные любят. Так что вот так вот. Так, ну вот так вот, друзья. Как видите, сюда я уже положила. Это все будет сейчас. Накрою крышкой и потихонечку будет тушиться. И сюда. А сюда просто целыми. Сколько поедим сегодня, поедим. А то, что останется, в заморозку пойдет. Может быть, я еще куплю. Скорее всего, килограмма 4-5 еще куплю, чтобы заморозить. Это очень вкусно, друзья. Если у вас это растет, вы это знаете. Сейчас немножко присолим. У нас готовят черемшу обычно просто вот так вот тушат в масле. И некоторые готовят в молоке. Ну, а у чеченцев очень много блюд из черемши, которые они готовят и с томатом, и с яйцом, много чего. Ну, я, в принципе, не люблю ничего такого. Мне нравится вот так вот. Или просто в масле. Иногда, вот крайне редко, но люблю, чтобы и в молоке. Немножечко тоже потушить в молоке с топленым маслом тоже. Так, эта крышка маленькая для нее. Так, ну что, друзья, идет параллельное снимаю одновременно и на тот ролик, и на этот ролик. Значит, смотрите, вот эта вот черемша уже готова. Она у меня для вареников. А это уже просто так, но, скорее всего, только сегодня на ифтар мне хватит ее. Ну, не знаю, сколько поедят. Сколько поедят, столько поедят, а остальное, что если вдруг останется, то заморожу. Ну, вряд ли, потому что, видите, черемша осела, ее уже мало. Водички я не наливала. Она просто у меня тушится в собственном соку. И этим масло топленое там. И сейчас немножечко добавлю сливочного масла. Тоже будет очень вкусно. Вот такой вот кусочек. Все, ничего сюда больше добавлять не буду. Мы любим так. И пусть теперь на медленном огне это все тушится. Нашла мне зарядочная? Ага, что-то у меня телефона зарядки нет. Когда малыши сюда приходят, им нужно, бывает, все наши телефоны, нужно приходится отдавать. Вот.